Всем доброго дня. Мы находимся в городе Истра. Выезжаем на большую ремесленную выставку в Слободу братьев Стерлиговых. Прилетели мы специально на выставку с сыном из Якутии. Мы летели 6 часов на самолете, 3 часа езды из Москвы, и вот мы на месте. Мы большую благодарность выражаем главе нашей семьи, моему любимому мужу, за то, что он командировал нас в это удивительное место. Он остался за нас работать, вести хозяйство, в общем, прикрыл тыл. Да? Мы сами являемся селянами. 3 года назад переехали из города в деревню, поэтому Стерлигово и выставка для нас представляют большой интерес. Мы тоже мечтаем о натуральном хозяйстве. Что ж там, поздороваетесь? Обязательно, подойду, если будет возможность. Вот мы заходим, начался дождик, но он нам не помеха. Пешочком пройдемся по территории немножко. Ну вот, знаменитая территория Слобода братьев Стерлиговых. Прекрасная территория, которую мы лицезрели очень много разных интервью. И мы здесь сегодня реально. Так, и вот огромное количество машин. Много участников, видимо, прибыло сегодня. Это печка для обжига стоит. Вот гончарная печь, которую недавно завершили. Герман Львович рассказывал у себя в Телеграме. Так, вот расписание выставки, смотрите. Очень плотная работа. Первый обжиг будем делать, оказывается, вон сегодня. Круглый стол глав хозяйств. Так, это у нас молоко, творог, мацони, секира. Такие классные авосики. Огромные бочки. Мыло на зале с травами. Вот вы понимаете, лопатку, вы мешаете. У вас клей. Это 100 грамм. плохо. Вам нужно добить, да, очень прозрачного. Кажется. Натуральное мыло на зале с травами. А это кусок 3000-1500 стоит, да? 100 грамм. 100 грамм. А есть поменьше. Ага. 100 грамм 3000. Да, но вторые уже кончились. Короче, все по 3. Ага. Кусочек Пока 3000 один стоит. нормально. И не смывать. От ожогов, как дезодорант, очень хорошо. Вообще, от укусов насекомых, вот помазали, не чешутся, все. То есть это не только мыло, это очень много чего. Это очень хорошая штука. А вы обучаете? Не, я не этому? учу, меня так попросили вчера мастер-класс провести, но я не обучаю. Как бы просто варю для себя чуть-чуть на продажу. Я себе варю, чего мало, его много не сваришь. Вот. Так, 75. Так, это 2250 сейчас, а это... Можно просто Ой, у меня свой живот. граммы сложить. Так, здесь идет мастер-класс для детей. Вот гончарный круг. Берем палец большой. Мальчишки занимаются.
Так, это у нас береста. Вот как это раньше было. Захочется, одну-то штуку я сделаю. Вадим Вениаминович Юрьев, Архангельская область. Контакты, сосновый корень и береста. Она, знаете, что не столько это уже 15 лет здесь. Это у нас напитки. Какие пока не вижу. Купальник какой красивый, смотрите. Так, это у нас кожа, выделка кожи. Мастер-класс надо посетить, что и как делают. Чтобы узнать. Вот у мастера Георгий Игоревич Филиппов. И ежедневная мастерская Стерлигова. Двойной. Я поняла. Не привезли мы двойные. Лаванда, царица аромата. Птенцы какие красивые. Полторы. Знаете, с нами можно торговаться, поэтому... Ай, какая красота. Вообще, не хочется даже трогать, потому что... Боже мой. Все ручная работа. Здравствуйте. Из какого вы города? Это лаванда. Из какого города вы? Мы из Воронежской области. Мы выращиваем лаванду в Воронежской области. Сами выращиваете? Да. Такой аромат. Вот все мешочки очень пахучие, тоже лавандовые. Антистресс. Да. Стоимость какая? Цены назовите. А ты 500? Настя, подешевле. Какой? Если два возьмете по 400. Ага. А вот эти платочки? Вот эти, Ага. 500 рублей. 500 рублей. Вот. А вы тут не написали свои контакты? А людям что показать? Контакты не показали. Да. Слушай, давай напишем, Паш. Вообще-то Да мы что-то об этом забыли даже. давай ручку сюда. Да, давай прям ручкой сюда, чтобы... Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Что у вас за изделия? Город Вологда, изделия из овчины. Вологда, овчинные изделия. Да. Красота какая. Вот. Овечкин. Меховая мануфактура. Какие стильные кожаные изделия вон стоят. Сапоги. Ой, красота. Сумка дорожная. Просто великолепная. Даже ботинки. Как красиво. Герман Львов. Лоскутное шитье, друзья. Вон. Какая красота. Какие цвета. Богатство. Просто. Вот мастера. Сразу показываю контакты. Пледики. Разные цвета, вариации. Даже вон кафтан лежит. Дорожки на пол.
карниз лозы. Корзиночки. Вы из какого города? Да? Самарская область, друзья. Вообще потрясающие изделия. У вас есть? Вот мастера лозоплетения из Самары. Они тут мастер-класс проводят здесь же. И корзины свои. Так, это у нас... И она пригодная для теснения. То есть... Кожаные изделия. Тут же делают. Вот мастерская качество, ручная работа. Ох, мы как прямо по кругу. А вон разошли. из кожи, да, натуральное изделие. Качество это вот. Такое интересное плетение. Здравствуйте, да. Из какого вы? Из какого вы города? Карелия. Вау. Можно я вот отсниму ваши ручки? Конечно. Вот это качество на бердышке. Вот это приспособление называется бердышка. Ага. Вот это приспособление называется челнок. И челноком мы проводим, закрепляем ниточкой наше разделение ниточек. Видите? Ниточки у нас делятся на две. Вот эти закрепленные, они никуда не двигаются. А нижние, получается, они то вниз, то вверх двигаются. За счет вот этого появляется вот это отверстие, которое называется зев. То же самое, как и при обычном качестве на станке. В этот зев мы прокладываем челнок. Дальше прибиваем им и ниточку прокладываем. У нас закрепилось наше пересечение ниточек. Дальше мы меняем положение бердышка. Так вот, видите? Снова образовывается зев, мы в него просовываем наш челнок. Прибиваем, чтобы ровно было, все ниточки ровно легли. И опять ниточкой закрепляем. Важно, чтобы у нас ширина была одинаковая. Следим за шириной. И таким образом у нас получается либо тесьмальное украшение одежды, либо пояс на бердышке. Причем обратите внимание, при этом в качестве на бердышке, у меня сейчас заправочный узор, вот здесь такой рисунок, смотрите, и здесь получается точно такой же. Интересно. Да. Если хотите, можете тоже попробовать. А это старинная технология Да, уже да, получается, да, это конец старинной технологии. Вот у меня пояса сотканы как раз по старинной технологии на бердышке и на дощечках. На дощечках там 4 ниточки будут пересекаться. Здесь только 2, а там 4. Дощечки — это такое небольшое приспособление, и там с отверстием по углам. Чаще всего 4 отверстия идет. В каждое из отверстий просовывается ниточка. И также часть ниточек крепится к какому-то неподвижному предмету, часть к себе к поясу к своему. И за счет поворотов дощечек в одну либо в другую сторону у вас будут формироваться узоры. Тоже будет появляться такой же зев. Вы тоже ниточкой закрепляете его. И вот получается, вот, например, вот эти вот на дощечках. Они, видите, поплотнее, потолще. А на бердышке вот там вот кружочек, которые лежат, это не Или найти место в машине. тоже стопроцентный. Вот это крапива, например. Крапива? Это крапива, да. Вот это крапива. Да, это уже льон и хлопок вместе. А вы учились Я у самоучка. бабушки, мам? Нет, я самоучка. К сожалению, да, у меня бабушка и мама вязали, а меня увлекло вот качество. И я вот разные техники как раз освоила. Интересно. Это уже другой техники, это тоже старинная техника. Это называется северный мужской пояс. Он другой техники делается. Видите, он круглый. Да. Это именно качество. Качество еще чем отличается от плетеных или вязаных? Если вы возьмете плетеный или вязаный, вот это конкретно плетеный, да, и потянете, посмотрите, как тянется. А теперь давайте возьмем тканую тесьму и посмотрим. Она плотненькая. Она вообще не Да. тянется. И опять же, если мы плетеный, вот это только одно у меня плетеное, разрежем, у вас что, начнет сразу распускаться. Если мы разрежем тканую тесьму, ее очень сложно распустить. И даже сейчас по раскопкам находят именно тканую тесьму сохранившуюся. По ней восстанавливают, какие цвета были, какая техника была, какие узоры использовались. Или конструкторы восстанавливают. А вы кто по профессии? Как вы вот этим увлеклись? Ну, вот сейчас я по профессии именно занимаюсь качеством, я самозанят. А так вообще у меня педагогическое образование, экономическое образование. Я работала и педагогом, и экономистом. Ну вот, а потом я творчество захватила, и теперь я просто самозанятый, член гильдии ткачей. Вау! Да. И вот езжу, представляю именно качество.
На станке тоже, конечно, ткань. Вот эти, например, джутовые, они сотканы на раме. Тоже качество. Полностью джут. И там джут, и здесь джут. Половичок это уже на станке. Это из ветоши. Из ветоши? Это ветошь. Такой приятный. Безотходное производство, друзья, вообще. Какой он красивый, мягкий. Это мочалки из джута. А, Здесь хлопковые нити и джут. сколько стоит мочалки, ремни? Примерно вот сообщим, Пояса, чтобы- они в разную стоимость. Просто, Ага. видите, от материала зависит, от От- длины зависит. Ага, Да. в среднем давайте скажем, чтобы В люди... среднем, ну, не знаю, 2000, наверное, в среднем. Мгм. Ну, 2000 и выше, наверное. Вот это вот вещь для нас, хозяйшек. Да, хозяйшек. А это берестяная мочалка. Мочалка из бересты. Можно с мылом, можно без мыла. Вначале просто распарить ее немножко и все, пользоваться. Не ломается тут сильно, если... Со временем, конечно, сломается. Ну, со временем любую мочалку Ну да. нужно менять. Да, А вот спрашивать. это что? Это берестяной рожок. Для Из чего? бересты сделанный. Свистеть, дудеть. А, то есть, да? Прям звонит. Ну, свистит, да. То есть это Свистит, приспособится, ага. дудит. Круто. А вот это что? Что за интересно? А это надо в руки вам будет взять. Это такие массажеры для рук. А, крутить. Вот так вот. Не так вот так вот. Ну да. Да, поэтому у вас Ручки одна рука между... только видит. Да, Это да, да. корзинки из бересты. Вручную всё Из сделано. бересты тоже Да, делаете? бересты, конечно, из бересты. У меня курсы по берестоплетению закончены, курсы по корейской росписи закончены. То есть я традиционным как раз искусствами занимаюсь. Как круто. Спасибо вам. Пожалуйста. Так, здесь валяльное дело. Давайте покажем мастера. Элина Викторовна Луцман. Так. А, это крапива. Здравствуйте. Спонжики. Ага, лечебные наколенники. Шапочки, мочалки. Вот, Марат Рафаэлович Купаев. Контакты давайте покажем. И вот прекрасные изделия. Лечебные тапочки с крапивы. Лечебные тапочки тоже висят, очень много. Так, вот. Ткацкое дело. Здравствуйте. Такой интересный процесс. Вот так вот каждую ниточку проводят, чтобы получилось полотно. Интересно. Вот качество. Елизавета Игоревна из Москвы. Евгения Андреевна Боброва. Пряжей занимается. Так, тут уже дерево пошло, деревянные изделия. Вот мастер. Башкорез. Пряжу большую, на самом деле. Столярным делом занимается. Какая красота. Так, это тут же изготавливает ложку себе Николай Яковлев, Ленинградская область. Лодочку изготовили. Вот, лодочное дело — это Олег Владимирович. Топорики. Фабрика Петроград называется. Тут разные приспособления
для мастеров, ножи, резаки. Так, здесь идет мастер-класс. Так. Это медные. Здравствуйте. У вас медные, да, изделия? А, вы смотрите тоже. Ага, это медная посуда представлена, антикварная. Так. Все, давайте сейчас территорию посмотрим. Что-то там готовят. Прием. Приготовление пищи. БМЛ. Бренд, который мы знаем благодаря Герману Вичу. Тоже представлен. Очень стильно придумали, кстати. И вот территория Слободы. Ой, прекрасные качели. Кресла. Вон для столики стоят для того, чтобы перекусить. Смотрите, какие ножки. Так. Это какое-то строение. А, пекарня. Это пекарня. Какой красивый дом. Дальше березка скифская. Вот так вот. Ателье. Вот это ателье стоит. Выставка там. Летняя кухня. Прием пищи 14-18. Коптильня стоит. Очень много дров. Ой, сколько цветов здесь. Сушеная 800. Картофель с рыбой. С баранины вчера было. Все, сегодня мясо нельзя. 300 рублей, кажется. Сегодня рыба. Сейчас брать. Сколько? Сегодня вот попозже. А вторую, если можно, столько же, только без меда. Хорошо. Так, вас 500 рублей за целую банку дадите или... Пол-литра. Бутылка пол-литровая. Это каша, да? Это каша, да. С медом, да, подается? Да? А хлебушек почем? А еще две. Хлебушек 4,5. Так, еще что? Еще две с медом, да. Так. Тут самовар огромный. Так. Так вот выглядит вся территория. Очень она большая. Вот. Очень комфортно все. Нету толкотни, нету вот этих больших очередей. Очень все заинтересованные люди собрались, видимо, все много обсуждают, разговаривают. Сегодня будет заседание натуральных хозяйств, фермерских хозяйств. Очень хочу там поучаствовать. И покушаем, конечно же, поедим, попробуем. Так. Взяли чай. Вот этот стаканчик глиняный. Да. За 300 рублей ты покупаешь чай и пьешь сколько хочешь. И стаканчик еще берешь с собой. Так, травы видны. И вот кашу взяли еще с хлебушком. Вот эта тарелочка тоже остается с нами. Это они оповещают. Интересно. Про выставку хочу прославить Бога и рассказать вам. 3 дня назад я резал барана, и
в спешке очень сильно порезал свою руку. Около 5 сантиметров разрез до сухожилий. Думал, лишусь руки. Но побежал быстренько сначала к брату Михею, вот, потом к другим христианам. Один из христиан мне сделал перевязку и перекрестил, другой сбегал в лес, сделал какую-то быстро мазь, помазали, и 3 перевязки. И милостью Божией сегодня я, во-первых, все эти 3 дня доил коров, занимался подготовкой к выставке этой рукой. И сегодня я пошел умываться перед тем, как говорить это приветственное слово. Я снимаю повязку, и рана еще не зажила, но я уже могу ходить без повязки, не кровоточит, затянулась. И это безусловная милость Божия, никакая не целительная мазь, которую сделал один из христиан. А это то, как Господь исцеляет своих христиан через возложение рук других христиан на раны. И я благодарю Бога за то, что меня исцелил. И всем с этим желаю становиться христианами, кто не является христианином, для того, чтобы таким образом у всех решались проблемы. Свои проблемы надо возлагать на Бога. И хочу поблагодарить Бога за сегодняшний день, за погоду, которую Он нам даровал, за то, что эта выставка состоялась, за то, что все мы здесь сегодня присутствуем. И я хочу поблагодарить, выразить благодарность обществу поощрения возврата к ручным ремесел за содействие в организации этой выставки. И в частности хочу поблагодарить участников общества Дениса Александровича Берестова, Андрея Александровича Коновалова, Александра Александровича Михайлова, Руслана Викторовича Невзорова, Святослава Николаевича Ломакина за их участие в подготовке выставки. Отдельно хочу выразить особую благодарность за помощь Евгению Владимировичу Колчину и Георгию Юрьевичу Филиппову, моим братьям во Христе, православным христианам. А также хочу поблагодарить Рому Анатольевича Ракчеева, его компания сегодня здесь представлена, за его внимание к делу возрождения традиционных ручных ремесел. И завтра они совместно с моим отцом представят первую совместно разработанную традиционную мужскую одежду. Всех приглашаю вас на этот показ. Ну и благодаря людей за подготовку, в первую очередь, конечно, главную благодарность хочу высказать жителям Слободы, нашим работникам за труд и самоотверженность, потому что не имея ни малейших ресурсов, ни финансовых, ни физических, выставка состоялась, выставка проходит, и вас за это, дорогие наши жители Слободы и работники, благодарю. Также хочу сказать, что дело возрождения традиционных ручных ремесел очень важно. Я не буду говорить об его важности, раз вы здесь находитесь, вы это понимаете и разделяете. Но хочу сказать, что очень важно для того, чтобы хорошие дела делались, соответствующие должны воспитываться дети. И несмотря на то, что наша семья не является образцово-показательным примером, мы совсем недавно сами стали христианами, еще не так давно находились и в ереси, до этого мои родители были безбожниками, все очень плохо. Но тем не менее, по мере понимания, как нужно жить, по мере того, как отец стал приходить к Богу, мы, будучи еще детьми, в нас закладывались очень важные вещи. Нас заставляли работать по хозяйству, заниматься столярным делом, какими-то ремеслами, читать книги, изучать историю, ходить в хорошей одежде, традиционной мужской, а не в той, которой нам хотелось бы, в которой ходят наши сверстники. Нам это, конечно, очень не нравилось, не хотелось делать. И не все продолжили этот путь. Но я вам скажу, что все то, что в далеком детстве нас закладывал отец, очень криво, косо, но потому что он, как и все вы, был лишен примера в своем детстве, и его родители уже выросли безбожниками, и их родители, как слепые котята, пытаются новые христиане сегодняшние понять, что такое богоугодный образ жизни, изучить Библию и в соответствии с Библией этот образ жизни вести.
И пусть, как уже сказал, это получалось косо, криво, но спустя годы вот мы выросли, и все то, что вкладывалось в нас в детстве, только сегодня начало прорастать, когда мы уже являемся православными христианами, и мы выросли и сознательно ведем этот путь, и сейчас все то, что в нас закладывалось, реализуется в виде ремесленного двора, в виде хозяйства и так далее. Я хочу поблагодарить за это моего отца и всем детям желаю, чтобы ваши родители воспитывали вас христианами, давали вам хороший пример и закладывали вас правильные зерна. А также хочу сказать, что всегда очень важен старт. И вот в нашей такой общественно-публичной деятельности именно возрождение натурального сельского хозяйства и затем возрождение традиционных вкусных и местных умений, хочу поблагодарить Николая Петровича Токарева за то, что около 10 лет назад он выслушал нас и поддержал на самом старте. Поддержка была разовая, с тех пор ее не было, но это послужило, переросло во все то, что сегодня является. Мы построили первый торг, отсыпали дорогу, провели первые 10 выставок и в этом торге и пришли к тому, к чему пришли. Это еще промежуточный этап, предстоит еще многому научиться. И сегодня на нашей выставке мы показываем, на какой стадии находится ремесло. Много еще неправильно, где-то не натуральное, но мы стремимся, мы работаем каждый день над тем, чтобы ремесла были лучше, чтобы они возрождались, и наши дети этим бы пользовались, дети христиан и мы сами. И чтобы следующие поколения жили еще лучшей и главной христианской жизнью. И очень осознанно хочу сказать, что любое дело возрождения хорошего традиционного прошлого, не язычества, безбожия и так далее, которое и в прошлом присутствовало очень много, а именно традиционного православного уклада жизни, семейные традиции, ремесленные традиции, хозяйственные традиции. И это дано только христианам. Ни один безбожник, ни один еретик, ни один язычник, никто другой не может осилить этот труд. Как бы он ни пытался, все получается в возвращенной форме. Только у христиан это получается, только у христиан это получится. Всем желаю стать православными христианами. Поздравляю вас с этой выставкой. Желаю вам провести здесь время с пользой, научиться ремеслу. Сегодня круглый стол глав хозяйств пройдет здесь. Сейчас после открытия ждите сигнала. Когда будет удар в било, подходите к гончарной печи. Будем показывать первый обжиг большой гончарной печи. Всем желаю хорошего дня. Слава Иисусу Христу! Шарфы сотканы на другом станке. Ага. Этот станок как называется? Это напольный ткацкий стан, крестьянский, традиционный. Вот такие станы стояли в избах у наших бабушек. Да. И такие находим в заброшенных домах, в старых деревнях на чердаках. Конструкция абсолютно идентичная. Это наш современный соотечественник Александр Степанов, изготавливал мастер. Вы видите, что единственная металлическая деталь — это бердо. В традиционных старинных станках вот эти детали были сделаны из щепочек деревянных. Вот там, в следующем помещении, если вы заглянете, там второй станок, если я не ошибаюсь, там именно из щепочек бердо. Но, конечно, приятнее, удобнее работать с металлическим. Потому что щепки со временем начинают теряют свою гладкость, да, и начинают немножко как рвать пряжу, цеплять. Ну а так тут только дерево, веревочки, да. И собирается он вот на клине крепится детали, он сборный. То есть раньше те, кто профессионально, те, кто не зарабатывает качественно, да, женщины, они ткали традиционный период Великого Поста. Всю зиму они пряли, и с начала Великого Поста доставали весной станки, устанавливали в избах, да, и стоял стук по деревне, потому что женщины ткали. А что такое стук? Ну, звук, да. Вот. Если вы попозже подойдете, я начну вторую половину, когда ты вот этими набилками прибиваешь готовую ткань, издается звук. Звук, он стучит, да. И характерный звук такой, да, в деревнях был из каждой избы. Женщины занимались
качеству. Именно все дружно, да, в этот период. Интересно. Качество, да, все ткали. Вот это они понемножку. делали Заканчивала уже вчера. я эту работу. Сейчас я подвяжу основу и начну следующий. Половик. Из пряжи получается, да? Основа Кьюти. хлопок. Это вот в Воронеже я заказываю наша российская пряжа. А уток это овечья шерсть. Вот в данном случае, да? Можно в уток положить полоски хлопковой ткани, получится такие традиционные половики, как у бабушки. Ага. Да, вот Да, там да, да. внизу лежат. Сейчас покажем половики, вот эти традиционные, да. Вот такие бывают обычно, да. Вот это все качество. Псковская область, Анна Владимировна Ильина. Вот ее контакты, друзья. Вот смотрите, друзья, работы Татьяны Скляр. Валяные чудеса. Вообще такая красота тоже. Наборы, комплекты, обувь, поваляльные технологии, рукавички, да. Еще вот травы тоже ваши, да? Да. А где собираете? У меня внук живет на хуторе, там шикарные леса, нетронутая природа, куча зверья. Да. Так что все там. Такой аромат стоит. Этот напиток ягодный. Это практически Вода как из сок. колодца. То есть вот ты пьешь, ешь Дикоросы ягоду, и и там мед. примерно такая же сладость и такой же концентрация. То есть я не знаю, куда крепче сделать. И как в 8 Сейчас. Мало не пахнет. Да? Ага. Понюхать. Да. Оно вот должно быть такого прям. Очень хорошо высушено. И не твердое. Так, а если плохо мне, значит плохо высушивает. Если больше, воды больше. Анастасия, а вы как? Не, он нейтральный же. Когда гуляет, он... А как вы этому обучались? Как рецепты узнавали? И книги я читала, ну и какие-то уроки, видео смотрела. А то всего на Ютубе. понемногу, да? Ну и читала, там старинные книги 17-18 век, 19, да. Если как бы 20 века начало только, потом уже после начала 20 века практически уже никто не делал. Потому что появился едкий натр в больших объемах в производственном заводе, а он как бы не полезный. Но мыло, конечно, в нем стали штамповать. И вот это мыло, вот это вообще, ну, раньше только вот, я не знаю, цари вот использовали, ЦК вот для ЦК вот, как это, элита, ЦК КПСС. Вот они могли себе такое, генсеки, позволить себе такое мыло. Это не просто, даже крестьяне, ну как бы, да, они пользуются натуральным, но потом варили щелок, да, крестьяне, то есть, ну, либо клей мыльный. Ну вот это, чтобы твердое сделать мыло, это вообще, это такой это труд. долго? Вчера кто был на мастер-классе, сказали, что вот это вообще не должно быть, это должно стоить дешево. Потому что кто попробовал варить вот это мыло, они говорят... можно, пожалуйста, 50-граммовое? 50 уже нет. Самые маленькие остались 80. Так, Герман Львович решил сделать нам подарок, сказал. Держи. Советуйте перечитать его несколько раз, потому что много очень информации, несмотря на то, что тоненькая книжка, но информации много. И это может очень сильно, неизбежно просто изменить твою жизнь. Потому что ты будешь понимать то, что не понимают окружающие. Спасибо большое. Сейчас происходит, там мы, может, и ошибаемся в чем-то, это не очень важно. Важно то, что До этого все предыстория. изложение Библии есть, Да. и Ветхого, и Нового Завета. А это фундаментальное понимание того, что произошло далее. Без этого нельзя ничего понять, невозможно. Ну вот, мы... Так, первый обжиг. Чарной печи.
Ой, нет керамики метр на метр. Так, сейчас несколько минут подождем, гончар вернется и расскажем вам про печь. Ну, довольно скоро. Вон водой. Ну, в нашей округе. Округа 20 км в градусе. Там максимальная температура на воде. Ну, 44. Так, итак, надеюсь, всем видно, слышно, да, кто тут присутствует? Сегодня у нас первый обжиг нашей новой большой гончарной печи. В нее на данный момент заложено около 500 изделий, тарелок, рынок, чугунков и так далее. Это традиционный тип печи для обжига. Вот такие печи в округе Петра Николаевича Мироухина, он из Нижегородской области. И вот он еще помнит, что в его округе было порядка 100 таких печей. Сейчас работающая печь только одна, непосредственно у него. И то это находится в таком затухающем состоянии, потому что спросом, интересом пользуется мало. И, соответственно, Петр Николаевич находился в состоянии, что он умирает, когда и ремесло умирает вместе с ним. И, соответственно, вот мы познакомились, и Петр Николаевич согласился к нам приехать, научить нас гончарному делу, передать свой опыт, для того, чтобы этот опыт сохранился, и построить здесь и печку, и научил нас, как сделать правильный гончарный круг, и научил нас делать посуду хорошую гончарную. И вот в чем уникальность еще, почему нас очень заинтересовал Петр Николаевич, помимо того, что таких печей сейчас не встретить. Во всяком случае, мы знаем такую работающую печь, только одну, которая находится у него. Сейчас уже исполняется 2. И сегодня первый обжиг здесь. Возможно, сохранились где-то еще неизвестные. Но в любом случае их очень и очень мало. И вот те мастера, которые еще у своих отцов этот опыт переняли, их поколение, если это не перенять сейчас, последнее. И милостью Божией, вот здесь в Слободе, на ремесленном дворе, это продолжает развиваться, приобретает новую жизнь. Я хочу поблагодарить Петра Николаевича. Конечно, у нас обжиг еще не закончил, готовую посуду мы вытащим только завтра, и будет понятно, как у нас все получилось. Но даже тот процесс, который уже проделан, каким бы ни был итог сегодняшнего обжига, это уже очень большое дело. Дальше предстоит нарабатывать опыт. В общем, еще раз хочу поблагодарить Петра Николаевича, и тем, кто хочет научиться делать посуду именно вот для хозяйства, для хозяйственной деятельности, я вам советую вот использовать как раз опыт Петра Мироухина, обучаясь у него. Впоследствии, вот сейчас мы наработаем опыт, можно будет обучаться здесь на ремесленном дворе. Это такой самый одновременно и простой, и в то же время очень хороший способ изготовления посуды, глины и способ обжига. На выставке присутствуют другие гончары, тоже очень хорошие, у всех разные типы. Но если говорить именно о сельском хозяйстве, о частном хозяйстве, то, по моему мнению, вот, технология Петра Николаевича самая такая подходящая. И через несколько часов, вот, как говорят, 2-3 часа, печь будет доведена до максимальной температуры, до 1000 градусов. Говорят, можно будет увидеть огонь без свечи. Я сам первый раз вместе с вами наблюдаю, как это все работает. Мы всю ночь не спали, около 8 часов началась подготовка, до этого мы заготавливали дрова. С 8 часов уже приступили к розжигу, и постепенно особый способ, и тоже мне казалось, затопил печь раньше, и все, довел там большим огнем до 1000 градусов, и все заработало. Оказывается, нет. Есть очень много нюансов, и вот этот процесс с 8 часов, и мы фактически 8 часов на ногах. Вот. Митей с Георгием дежурили, я дежурил, мой отец дежурил, подкидывали, следили, и нам самим не терпится увидеть и максимальную температуру через пару часов, и за завтра уже остывшую посуду достать и посмотреть, как она. Я вас обязательно приглашаю завтра приехать посмотреть на готовую получившуюся посуду и ее оценить. Пока вы здесь, задавайте вопросы, спрашивайте, как это делать, и если у нас все получится,
и все заработает, дай бог, то и получится хорошая посуда, мы с радостью со всеми этим опытом будем делиться и в будущем. Можно вопрос? А в чем специфика для сельского хозяйства? Вот я вам советую, сейчас я закончу говорить, посмотреть в первую очередь круг гончарный, на котором работает Петр Никонович, на котором работал его отец, дед и так далее. И раньше вот мы представляли традиционный круг, это сидишь, крутишь ногой. Мне это очень не нравилось, это очень неудобно. Вот, и вот когда мы познакомились, он приехал и говорит, выкиньте этот круг. Не нужно, я вас научу. Привез нам металлическое в город, и все, и Михей за пару дней вот вместе с ним в мастерской сделали этот круг. Он стоит здесь в зале. Сегодня Петр Никонович занят, он не работает на круге, он проводил мастер-класс вчера и будет работать завтра, и вы сможете сами попробовать на нем поработать. И в первую очередь это сам круг. Второй очень важный момент, не в обиду другим гончарам, я к вам прекрасно ко всем отношусь, каждый по-своему хорош, но все-таки если мы говорим о посуде для быта, постоянного использования, очень важна какой у нее вес у этой посуды. И Петр Никонович делает крынки и делает чугунки, в которых можно запекать изделия, необычайно очень тонкими и в то же время очень прочными. И они очень легкие, поэтому. Посуда других гончаров здесь значительно тяжелее. Вот. Повторюсь, разные подходы, разные цели и задачи. Мы говорим про жизнь на земле, когда ты постоянно пользуешься не в качестве не на праздники, не на какие-то мероприятия и так далее, а ты постоянно каждый день используешь эту посуду, готовишь мне еду и так далее, особенно для женщин. Женщинам и приготовлением еды занимаются женщины, беременные женщины. И им, конечно, каждые там 100 грамм и килограммы присутствующих, и посуда большая, для большой семьи большая посуда, это, естественно, очень облегчает жизнь, когда ты весь день это засовываешь и из печки переносишь и так далее. И, собственно, вот эти вот два момента, тонкость и одновременно прочность, и круг, для меня, конечно, в приоритете вот этот тип производства и тот опыт, которым там делится Петр Мирлов. Я ответил? Если сравнивать с другой глиняной посудой. А ведь все советское время, да и сейчас пользуются чугунными горшками. Это ж вообще так. Как обездолили женщин в советское время, заменив глиняную посуду чугунную. И все это металлургии. То есть каторжники не будут вообще из чугунки ворочать. Я вот сам готовлю, и я знаю не понаслышке, но я-то еще мужик, а бабам каково. И это поколение за поколением ворочали чугунину. Ну а сковородка чугунная? Ну, сковородка чугунная, а сковородку не засовываешь в печку куда-то, не знаю куда. Засовываешь в печку и вынимаешь все время чугунки ухватами. Это на ухват надо поддеть эту чугунину и таскать туда-сюда, из дальнего угла обратно. Когда шум снимать, туда-сюда таскаешь. Это очень большой труд. И поэтому бабы становились такими все, такими, как, я не знаю, как после занятий тяжелой атлетикой. Да, ну я боюсь, и посуда бывает разная. Допустим, есть, вот мы сейчас говорим о изготовлении посуды, крынок, чугунков, тарелок и так далее. Здесь посуда большая, которая делается по-другому. Амфоры для вина, для хранения напитков. Вот здесь я вам порекомендую другого гончара. Это лепка. Изготовление посуды, это мастера из Питера, они работают на выставке. И, собственно, поэтому я акцентирую внимание для постоянной хозяйственно-бытовой деятельности. Вот то, как работает Петр Милухин, это лучшее из того, что мы видели и знаем. А почему елкой топите? Вот это я вам предлагаю сейчас уже подходить к Петру Никоновичу, и он будет рассказывать. Тут по каждому вопросу нужно рассказывать. Почему елка? Вот я вам могу рассказать историю. Мы вечером, как уже говорил, особенно подготовка к выставке, очень много дел, как всегда не успеваем в последний момент. И вот мы заранее с Михеем пилили дрова, кстати, пилили двуручкой. Михей на днях, ну не как на днях, уже как несколько недель продал бензопилы свои. И мы вот дрова заготавливали двуручной пилой, заготовили. И вот раз там нам сказали, мы заготавливаем, привезли, и не так заготовили, не так попилили, не такого размера. Вот. Потом еще. И так вот у нас, представляете, даже то, что напилить дрова, которые пригодны вот
для обжига, чтобы все правильно сделать, правильную температуру нагнать, правильный срок. То есть и здесь уже много нюансов. И дальше вот, и это все накапливается, и я занимаюсь другими делами, Михей с другими ребятами подготавливают печь, ко мне подходит вечером Петр Николаевич, говорит: Сергей, я смотрю, все на пределе, все нервничают, я тоже нервничаю, но я как-то сдерживаюсь, я им говорю, что надо не так, вот ты им скажи, чтобы поспокойнее были, нам надо, раз начали, надо закончить. Я подхожу к Михею и говорю, говорит: но мы накололи 2 щепки, вот такую и вот такую, ты видишь разницу? Я говорю: нет. А нам сказали: раскалите еще раз, вы неправильно накололи, и так далее. И то есть во всем нюансы, и здесь мне нравится на большинство вопросов, а почему так? Какой ответ дает Петр Николаевич? Он такой задумывает, и на некоторые он объясняет, вот это нужно потому что так, потому что так, на некоторые задумывается. Я не знаю, так мои отцы делали, и я так делаю, и не советую вам думать почему. Просто делайте и все, и не выпендривайтесь. Вот. И это самый правильный подход. Вот это все новаторство, а я вот разберусь, а я вот попробую оптимизировать процесс, я вот сделаю, а я должен понять, почему именно так, привело к тем последствиям, в которых мы с вами все сегодня в современном мире находимся. Когда мне так давно приезжали блогеры, они вырезали это из интервью, из интервью мой ответ, мне не так давно это понимание пришло, и мне кажется, это правильно. Ну, не то, что правильно, это так для меня понятно стало опасность новаторства и оптимизации, и понять, почему именно так нужно, как делали предки. Господь сотворил человека и природу, всю вселенную совершенно, то есть лучше не сделать. И задумал все и благословил богоугодный образ жизни, которым должны жить и христиане, профессии христианские и так далее. Вот. И так как это все сотворено Богом совершенно, все это очень прочно. И как бы всякие новаторы и колдуны, ученые не пытались испортить, у них уходят огромные, уже сотни лет уходят на то, чтобы это испортить, и до сих пор живут люди, природа, звери и так далее, и ничего им не удастся уничтожить до конца, пока не будет второго пришествия. И Господь уже уничтожит землю. Вот. А до сих пор Господь сохранит и христиан, и детей христианских, и здоровье всем дарует, и оазисы для христиан в любых условиях сохранятся, я уверен, и верую в это. Вот. И в чем главная мысль? В том, что так как Господь сотворил все очень прочным и надежным, когда ты внедряешь какое-то новаторство и думаешь: о, я облегчил себе труд, и начинаешь это и быстро пропагандировать. Причем это происходит даже не только там в современном безбожном там колдовском мире, это даже у простых селян, у христиан это бывает. Он что-нибудь знает, вот традиционно делали так, а он потом: а я вот буду делать вот так, вроде бы ни наука, ни колдовство, там, электричество не использовали, просто делали так, а будут делать так. И вроде бы и легче, и проще. Но последствия наступают со временем. Годы или десятилетия иногда проходят, когда вот вы даже по известным научным открытиям можете судить, когда ученые ликуют: мы открыли что-то, мы придумали, мы разработали, и только спустя годы, когда наступают последствия такие массовые, явные, они вынуждены признавать: да, мы ошиблись. Мы изобрели не то лекарство, мы изобрели не ту машину, мы изобрели не то. Это произойдет, но мы изобретем еще лучше, который исправит это. Вот. И последствия от новаторства часто наступают через длительный период времени. И исправить уже сложно. Вот. Поэтому я считаю, что вот этот подход, хоть Петр Николаевич не христианин, но вот этот подход у него очень правильный. Не нужно придумывать. Вот как делали и делали правильно, так и нужно делать. Потому что от нашего новаторства последствия будут разгребать уже наши дети или внуки. В общем, все, кто интересуется гончаркой, вот вы задаете вопросы, я на много пока не могу ответить, потому что мы не так давно это делаем, всего несколько месяцев, как начали строить печь. Опять же, все вот Петр Николаевич, мы, еще несколько наших местных ребят,
вот, возводили эту печку из всего, что на территории осталось, потому что вот, купить и накупить денег не было. Вот. Ну, милости Божией возвели, построили. И крышу вот только ночью Михей вот с Артемом доделали. Вот. И надеюсь, и очень хотелось бы, если Бог даст, что завтра будет звенящая посуда. Да, и обратите внимание, все это сделано вообще без денег. Это супер. Да. Вот говорят, у нас денег нет на то, чтобы это сделать. Вот молодежь взяла и сделала вообще без денег, потому что денег не было. Да, давайте хоть порадуемся по этому. Спасибо. Спасибо. Все, задавайте вопросы, набирайтесь опыта. И ждите, когда из трубы пойдет пламя. Знаете, там 1000 градусов. Спасибо. Не туда. Не надо крутить, просто срезаем. Обязательно. Ставим пальчик на центр, отжимаем, ставим пальчик на центр. И пальчик потихонечку вдавливаем туда. Тихонечко, медленно вдавливаем внутрь пальца. Убираем. Тебе нужно палец туда вдавить на глубину, чтобы до донышка осталась приблизительно толщина пальчика. Давай. Берем. Куда будем ставить? Так, вот после приема пищи мы мыли посуду вот так вот. Водичка идет очень интересно. Конечно, умывальник. И тут как раковина вот такая из дерева. Очень красиво. Это салфетка же, да, из бумаги? Вместо салфетки. Это не из бумаги, из дерева. А, из дерева, боже мой. А это что такое? Пирожок с картошкой. Пожалуйста. Ой, спасибо. Ой, какая мягкая. 800 рублей. Так. Сейчас. Будьте добры, картофель срубить. Да? Георгий, поближе, пожалуйста, к нам. Так, первое. Просто божеский летчик. Иностранец. Здорово. Иностранцы, это хорошо. Особенно в нынешней политической ситуации. Андрей Леон, участник общества по шоколаду, такой вкусный виносел, Грузия, отлично, апельсины и другие фрукты. Всех приветствую. Да. Так, Сергей Липецкий. Козоводцы. Правильно? Ветеринаров и Геннадий Вечеров. Селяне из Липецкой области. Тоже. Селяне или те, кто приобрел землю и начинает строиться. Орловский, вы... Тимур. Фамилия? Ойя. Афганец. Живет в России. Брат во Христе нас. Сейчас Тверская область. Начинающий селянин. Все? Так предлагаю начать. Слово предоставляю Ивану Тихомирову.
тем, что выбрал свой путь этой жизни на земле, идти пути созидания, создавать, строить, созидать. 5 лет живу в Тамбовской области, на юго-востоке. Начал с того, что стал выращивать сельхозпродукцию на огороде, что называется. Первый опыт, там, помидоры, капуста, огурцы, там, есть определенные достояния, там, тонну 98 помидор вырастил, переработал, произвел натуральный продукт, кетчуп называется. Большим интересом и пользой обладает. А дальше сейчас, на самом деле, сегодня то, что делаю, то есть сельхознаправление продукта питания, то есть, да, на сегодняшний день большинство людей это как само собой разумеется, да, на самом деле это большой труд, большой вклад, и из материальных благ, наверное, там одно из приоритетов. Научить себя прокормить, да, то есть то, что по продуктам питания, это, в принципе, личных интересов. А из коммерческого направления, это я взял стройку, это переработка древесины, распиливаю круглый лес, делаю каркас, делаю фахверковую конструкцию и заливаю ее арболитом. Получается такое практично, экономично. Как где много лесные регионы, люди строили из сруба из бревна круглого, где лес был общедоступен, а в менее лесных регионах такой же способ строительства. Это вот деревянный каркас, более экономичный деревянный каркас, и стены заливали там вот соломы, заканчивая кирпичом. То есть я для себя выбрал более технологичный вариант арболит. Вот там на сегодняшний день уже есть 3 реализованных проекта и один уже продан. Она же должна там соответствовать одному, второму, третьему срокам хранения. И кому? Вот можете в словах рассказать? Да, те же томаты, если брать. Как выращивать и как выращивать и как сбывать, у меня, собственно, вопрос. Если брать томаты, конкретно брать томаты и брать там все, что вырастает на огороде, никакой сертификации нет. Ну, то есть обвозите на рынок и... Да. Проблемы нет. Вопрос, ну, во-первых, вот погодный условия. То есть вот обрабатывать от болезней, например, там тля или... Дёготь, не от всех болезней дёготь. От любого, от короеда, начиная с короеда, заканчивая. Разводите и... Да, берешь ведро воды, там, и дёгтя 50-100 мл, 50 мл и обрабатываешь. Плодовые деревья, капусту, со всего практически. Короед, забор у тебя есть деревянный, то же самое, намазываешь, дёготь разводишь, намазываешь, чтобы дёготь это жжёная уголь, березовая. Сами купите. Сами купите. Ну, сидишь, костер жжешь, поддерживаешь костер, это все вытекает, ставишь как на буровой плане, то есть сверху ставишь ведро, жжет, и вы таким способом получаете дёготь и обрабатываете ваши. Добавляешь масло, да, дёготь? С маслом, дёготь с маслом добавляешь и мажешь. На самом деле и аромат классный, и, например, если дерево темнеть начинает, чернеть начинает, то оно закрывает все эти нюансы. Я могу показать, у меня на самом деле. Мы тоже пользуемся. Какое масло? Льняное масло. 1 к 1, да? Вопрос задачи. Что вы хотите делать? От короеда не 1 к 1, нет. Чистый дёготь, да? Чистый дёготь, да, с маслом, на литр масла. Если надо поднять эту информацию, А можно спросить насчет теплиц? То есть какие теплицы, если они из стекла, правильно, то какова конструкция, что они не развиваются от града и прочего? Не развиваются. Развиваются они не от града, а от того, что деревянная конструкция начинает двигаться. У меня полопалось. На 5-й год, да, у меня деревянная теплица. Но есть проблема. Фундамент играл, да? Да. Фундамент кирпичный, естественно, там небольшое заглубление. Естественно, он там не рассчитан выдерживать нагрузки, и брус у меня достаточно тонкий. Ну, то есть я тогда на тот момент вот этим попытком не занимался, сегодня я хочу на следующий год перезагрузить. То есть по той технологии, как я строю дома, построить теплицу. Какой угол примерно? Ну, я могу видеоматериал показать. Потом интересно. 45 градусов. Скажите, уже вот общий вопрос. То есть, это дело приносит рентабельно, то есть можно на этом поддерживать? Нет, не минус. Не минус. Не минус. Нет, я говорю, чтобы это не было хобби, увлечением или только помидоры для себя. Это вам дает возможность
выращивание сельскохозяйственной такой продукции и реализации. В годовом исчислении сколько у вас задача зарабатывать долларов? Что? 50 тысяч хватает, миллионов. Есть такое дело. Ну, скажем, если со стройкой, там нет. Если не стройка, если только вот выращивание натуральных овощей, это отличное. Я не могу сказать. Я помидоры не думал, я поэтому... Очень важна область. Где вы собираетесь? От региона. От региона. Колоссально. Это вообще фундаментально. Первое, что если вы собираетесь этим заниматься, то очень внимательно надо подойти к выбору региона. Не каждый дает. Московская область, у вас, во-первых, земли, эксплуатации, сотрудники, погодные условия, у вас там, конечно, не рентабельно. Чем южнее будете двигаться, опять тоже есть своя специфика. Сегодня в Краснодарском крае людей сталкиваются с проблемой выращивания. И вот, Я пока городской рынок. А планы у вас реальные, то есть вы планируете в этом году или весной что-то делать, или... Я планирую... Ну, какие-то действия уже предприняли? Пока еще нет. Вот, первый раз даже потому и вопросы такие звучат. Вы задаете вопросы, таких вопросов может быть очень много. Мы на одного селянина, у нас уйдет очень много времени, мы не успеем высказать. Потому